Ишь ты, чего захотел? Чтобы дочь Кабаро твоей женой стала? Ты же мешанец. Я хоть и полукровка, но такой же цыган, как и все здесь. Да, цыган, говоришь? А украсть ничего не умеешь. Всегда попадаешься. Если ты цыган, укради у барина орлика, а после сватов засылай. Все равно сведу. Мой это конь. Фу. Да зачем вы сами утруждаетесь? Апанас Петрович. Да разве ж вы, кто пороть умеет, так погладить только. Тише, 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 тише. Пойдем, пойдем. Хватит! Оставьте его. Еще, не дай бог, помрет ненароком. А мне на старости лет грех на душу брать ни к чему. Мой это конь. Мой это конь. Ну, скажи, а? Теперь послушай меня. Еще раз увижу у конюшни, плетьми не отделаешься, поедешь в уезд. А там сам знаешь, или каторга, или виселица. Понял? Убить его с голодолой. Чтобы духа его здесь не было. Фараоново племя. Тихо, тихо, тихо. Чего ты нервничаешь? Мальчик в усадьбе-то, Самый а? красивый у меня, самый добрый, самый нежный. Ух, молодец. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Скучает без ночного выгула, вот и артачится. Понятно. На травку, на природу. Пойдешь, 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 пойдешь. Апанас, пятерых на луг, чтоб с орлика глаз не спускать. А то я с вас самих шкуру спущу. Слушаюсь, ваше высокоблагородие. Я шучу. Павел Алексеевич, там к барыне доктор пожаловал. Иду. А что это наш барин так из-за коня всполошился-то, а? У нас же отродясь никого не пороли. Ну, бывало, коня сведут, пошумит и все. А тут, Не твое собачье дело! Послушай меня, цыганенок. Я тебе обещаю. Еще раз попадешь мне на глаза, пожалеешь, что на свет родился. Развяжите его, пусть катится отсюда. Однажды морем я плыла на корабле большом. Погода... Ах ты гад! Попал Тимолюшка! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Усь-усь-усь! Так это ж моя колбаса-то, а! Моя колбаса! У меня на ярмарке ихние братья крынку меда стащила! Охлони, мать! Итак, парень битый. Да ты что, лезь? Завсегда воров побоями учили? Простите, простите, люди, ради бога. Бес! Бес Эх попутал! ты, Я ведь шельма! крещеный! Эй, Я ж такой колбасу шельма! сорвал, так кушать хочется! А Эх ты! А ну-ка дай колбасу. На. На. Да ты что, лезь? И не воруй больше. Так как же это, а?
Ладно, Аким, не серчай. Ох, гляди, Олесь, как бы твое добро тебе боком не вышло. Пардон, что отвлекаю от очень на важных дел. Алис, собирайся в ночной поскачешь. Да какой же я коням пастух-то? Ты давай не ерепенься мне тут. Ты не смотри, что барин к тебе хорошо относится. Это приказ, и его исполнять надо. И Семена с собой возьми. Все ж веселее будет. Вы знаете чего? Вы, если цыгана возле пастбища увидите, вы его хватайте и ко мне. А я уж решу, что с ним делать. Будет исполнено. Николай, ты же все можешь. Мамка мне так говорила. А я верю. Сделай так, чтобы мне повезло. Ну, пожалуйста, Зоринка мне так полюбилась, но ее барон не отдает за меня. Помоги мне Орлика своровать. Мне теперь без него нельзя в табор. Пожалуйста. Ты все можешь, божий угодничек. Да? Ты мне поможешь? Я пошел? Знатный душок. Жучка, жучка. На. Лепота. Орлик. Орлик. За версту слыхать. Только тронь. Во, конь на месте. Да и куда ж ему деться? Умно, Васька придумал, молодец. Да и цыгана проучили. Уже не сунется теперь. Правда твоя. Не сунется цыган. О, тебя бы так отделали. Да поди отлеживайся сейчас где-нибудь. Спину ему хорошенько погладили. Надо было чуть пониже спины пройтись, чтобы на коне сидеть не мог. Братцы, гляньте, Михась Пискарика живьем нет. Да это не Пискарик, а Баберик. Наша мужицкая, да, Олух. Раньше копцы обозами сюда рыбу возили. Да какую рыбу и недорого. А, измельчало все. Жучка-то где? Да бегает где-то. Ничего, скорее цыгана учует. Эй, Орлик! Эй, ну чё? Орлик! Да какой он цыган? Мать-то у него русская. Да, не сладко нашему Ильюхе пришлось. Ну-ну. Пацаном круглым сиротой остался. Да, вот такая история. Ну расскажи, как так получилось-то? Ага, сейчас расскажу. Ну расскажи. Ну что тянешь-то, ну? Так вот, табор тогда стоял у села Покровское. А где это? А где это? Ну, верст 700, наверное, будет. Барина ихнего звали Кирилла Петрович. Ох, и лютый был. Покойник, земля ему холод. Так вот,
Мать цыганенка этого. Красавица была, каких не сыщешь. Увидел ее барин и сына лишился. А потом и выкрал ее из табора. А что, Баро, так и смолчал? Он ихнему баро столько золповых отвалил за нее. Да, рот заткнул рублями, чтобы шума не поднимали. Какой барон? Теперешний, что ли? Да гори. А мужик-то ее, ну, отец Илюхи нашего. Ну, против барина он кто? Ну, попробовал пойти. И что? Сгинул тот цыган, как и не было. Вот, сушиться готово, братва, залетай. Звали, ваше высокоблагородие? Звал. Скачи на луг. Проверь, как там. Что-то неспокойно мне. Слушаюсь. Лес, тишина. И только два огонька светятся. У меня и душа в пятки ушла. Думаю, во, смертушка моя пришла. И вдруг навстречу старичок идет. Тоже заблудился. Нет, прямо на меня идет. А я к нему со своей бедой. А он так молча головой кивает, а потом велел за ним идти. И вывел меня из лесу. А после в церковь зашел, смотрю на икону. Так вот же он, старик этот. Все спят. А что это за трава была в похлебке? Ах ты. Бесу в отродье. Это что удумал? Вот это сторожа, а! Где конь? Так, вот же он! Вот! Дармоеды! Запарю! Сибирушка! Жди меня! Ой, застрелить Ваську! Тихо, не блажи! Молчать всем!
Быстро они смекнули. Ну, Орлик, не подведи. Вон он, шельма. А ну пошел! Айо! Уйдет. От меня не уйдет. А Панас Петрович, коня попадется. Да не боись, у меня глаз алмаз. Хоть и цыган, человек, все. Не боись, я просто шкурку подпорчу, чтоб больше след не терять. Ой. О, видел, видел! Даже кость не задел. Сейчас по кровавым каплям в момент догоним. На, на, на! Ты чего, дед, уставился? Хочу спросить тебя. Ну, как тебе там было? В навозе? Ты что, дед, белины объелся? Вонь несусветная. Так и умереть можно. Вот так и мне была твоя свечка. Так и перед Господом смердят твои грехи. Не укради, разве ты не знал? Я о чем просил? О воровской удаче? Покайся и не кради впредь, чтобы не было тебе хуже. И думай, о чем просил.
укради. Святой Николай, неужто ты сам ко мне явился? Ко мне? К вору? К цыгану? Пусть глаза мои ослепнут, пусть руки мои отсохнут, пусть с голоду умру, но никогда до чужого коня не дотронусь. Ну что, дружок, сам себя перехитрил, а? Фу, ну и смердит от тебя. А? Да эта душа его воровская смердит. Ух! Слушай, а что ты там сам с собой клялся? А? Вчера на барские пруды ходил. Ну-ну. Так щуку вот такую вытащил. Ага. Чуть душа в пятки не ушла. Апанас! Поймали такие. Запарю. Ох! Да сам он сдался! Сам не сам, вот пусть жандармы разбираются. Ну погоди ты, жандармами, Панас Петрович. Ну барин-то приказа не давал? А? А вот мы посмотрим сейчас, какой барин приказ даст. Пошел! Павлуша, Апанас кого-то ведет к нам. Ты посмотри, барин, какой к тебе гость пожаловал. Как ты посмел явиться мне на глаза? Мошенник, вор, дать! Павлуша, тебе нельзя так волноваться. Прости меня, барин. Ты мне, конечно, не поверишь, но я больше воровать не буду. Слово тебе даю. Клялась кошка, что сметану не воровала. А под усами-то бело. Возьми меня к себе, барин. Я буду за лошадками смотреть. Я ведь это умею. Говорит, святой Никола ему явился. Воровать запретил. Олесь, ты что? Ты за кого говоришь? Да он же полконюшни барской сведет. Ах, мало я тебя порол! Павлуша, что такое? Ты у нас в поместье порол этого мальчика. Машенька, не волнуйся, тебе же нельзя, побереги себя. Сядь. Ага. Катерина! Какой мальчик? Он конократ. Я хотел на день ангела Орлика тебе подарить, а он хотел увести коня. Ну, прости меня. Ой, что ж ты так? Маша, ну, успокойся. Не нужно мне никаких подарков, когда из-за них людей порют. Уж очень я осерчал. Прости, Машенька. Так говоришь, сам Николай Угодник к тебе явился? Уму-разуму научить? К старому больше не вернусь. Я ведь работать хочу. А сколько годков-то тебе? 17. Сколько? 17. Оставь его, Павлуша. Если бы сыночек наш месяц от роду не умер, ему бы тоже 17-й годочек шел. Марья Федоровна, матушка... Молчи. Уж наслышана о твоих подвигах. Оставь его. При конюшне. Эй! А как звать-то тебя? Илья? Илюша, значит. Да. Илюша. Спасибо тебе, Павлуша. Прошу тебя, угодник мой,
святой великий Николай, в житейском море утопаю. Мне руку помощи подай. Ты всем помощниче великий, ты всем являешься родной. Прошу тебя, угодник Божий, умилосердись надо мной. Ты перед Господом великий, тебя, угодника, молю, пролей-ка Господу молитву за душу грешную мою. Пролей-ка Господу молитву за душу грешную. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, яко Твое есть царство и сила и слава, во веки веков. Аминь. Тятя, а что будет с зернышком? Что будет? Полежит в земле, прорастет, а потом помрет, сгниет и само-то в землю и превратится. Помрет? Зачем? Так Богом положено. Одно помирает, другое рождается. Ну, чего встал? Догоняй, работник. Цыпа, 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 цыпа. Ну, нож острый, не лезь ты под руки, отойди. Кузьма, дерево видно сыро. Посмотри в сарайке, я там о прошлом годе 3 полежка сушил. Да сиди уже, грей кости. Сам справлюсь, ума-то хватит. Снедать идите. Ой, горячо ж-то как. Ну, вчера суп, теперь вот кашу. Ой. Опять ты, дед, проштрафился. Вот горе уж. Деда, я хочу колыбельную. Спи, дитя мое, усни, сладкий сон тебя возьмет. Катерина, за шитье садись. Ветра, солнца и орла. Свечки поют. Погода хорошая будет. Да, нет. Никогда не было, чтобы на Илью дождь не пошел. Эх.
Тятя, а там книгоноша пришла. Вот чего мне дала. Эва, что я? Есть книгоноши, которые по всей Сибири странствовали. И всякому люду Слово Божие несли. И в острогах бывали, и у ссыльно-каторжных. Вот сказывали мне, какие бывают благодарности. Одни прочь гонят, а другие в ножке от радости бухаются. Один солдатик прослезился. Евангелие человеком меня сделало. Вот как. Плесни еще кисельку, хозяюшка. Богородица, Дева, радуйся. Благодатная Мария, Господь с тобою. Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего. Ой! 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 Так и знала. Ты как же ты так? Прости, матушка. Будь уже! Сядь ты уж. Тихо, тихо. Прости нас, матушка. Прости нас, матушка. Ай, вот горе уж. Вот беды наделал старый пень. Вот опозорил. Нет больше мочи. Тетя вам денежку велела дать. Неси, неси домой. Слово Божие будет вам во спасение. Во 6-м году, в 8-й тысячи, жила царица благоверная, Свет София Премудрая. Народила на себе 3 дочери, а 4-го сына Егория Хороброго. Руки по локоть в красном золоте, ноги по колено из чистого серебра. Эх, Ванюша, видно, помирать пришло мне время. Ну ничего, да только как бы без покаяния не помереть. Нет хуже лиха, чем наглая смерть. Тут вечерить будете. Мисок нет больше. Ваня, иди вечерить. Матушка, там в печке моя репка спеклась. Кажется, сухая. Водица бы, Ванечка. Деда, не бойся, кажется, не разобьется. Куры, вон сколько его топтали, а не сломали. Ой, ты, матушка, синица,
мать родная, где летаешь ты, в каких краях? А меня так кукушечка бессердечная из гнезда родного теплого да на сыр землю летела. Ох, найди меня, птенца славного, подними да к себе прижми. Пропаду без тебя, нет селеночек, ты услышь меня, ты согрей меня, родная матушка. Прими отца твоего в старости и не огорчай в жизни его. Хотя бы он и оскудел разумом, имей снисхождение и милосердие. И как лед от теплоты разрешатся грехи твои. Ванька, ты что там острящешь? А нож по что взял? Мало еще. Это тетя лоханку делаю. Когда вы с матушкой старые будете, я буду вас из нее кормить. Кого кормить станешь? Вас. Когда вы с матушкой старые будете и миски бить. Господи. Господи, прости. Господи, прости. Прости меня, дуру глупую. Кузьминушка, Кузьминушка, прости меня. Накажи меня. Виноватая я, Кузьминушка. Ой, где моя матушка? Где мой батюшка, бедные? Землю полегли. Простите меня, люди, простите. Простите меня. Я разве не жалел матушку? А батюшку разве нет? Эх, Ванюшка, ведь что сказал-то, что удумал-то? Он разумнее нас. Простите меня. Васюшка, прости. Снедать идите! Пошли.
Потерпи, горе луковое. Женихаться вздумал. Федор-то постарше тебя. За него Катерину и отдадут. Я его отметелю! Да тебя уж полдеревни отметелила. Староста мне ж про тебя выговаривал. Ох, Матерь Божья, помоги. Боюсь, как бы чего не вышло. Эх ты. Ну и что за дурень сюда притащил? Чтоб тебе пусто было! Чего орать-то? Взял бы лучше, да помог. Ну что, подсоби, что ли? Давай. И... Ух, А что это будет-то, дядя? капличку строю. Здесь когда-то родник был. Потом зарос. Грязью его занесло. А я его расчистил. Теперь бревнышками выложу. Крышу грибом накрою. Красота. Тебя как звать-то? Петром. А по отцу? Петрович я. А ну, бей гвоздь. Зачем? Давай, бей. Теперь второй. Зачем? Бранные слова говорил? Теперь вбивай. Хорошо. А теперь еще один. Ну а это зачем? Гневаешься, дерешься, ругаешься. Бей еще.
Ну вы, дядя, и придумали. Мне фингал, мне еще и гвоздь забивай. Смотри, сегодня за день всего 3 гвоздя. С меня скоро в деревне все смеяться будут. Чего смеяться-то? Никодим говорит, лучше бы ты эти гвозди домой таскал. А кто такой Никодим? Отец твой? Да нет, отчим. Отец пропал, мне и года не было. Ну, а мать? А мать? Что тебе про отца-то рассказывала? Ну что рассказывала? Она его ждала, ждала. Он уже, может, помер где. Потом Никодим посватался. Ну и пошла за него. Они когда в церкви венчались, я его все пихал. Чего ж ты пихал-то? Не знаю. Вот так, аккуратно. Хорошо, хорошо. Так. Вот смотри пальцы. Ну, вот так. О. Да. Ну что, молодцы мы с тобой, а? Молодца. Анюта! Скажи, Петь, Где моя Анюта? а что Где плотник моя твой? доченька? Где моя красавица? Что сказал о себе? Откуда пришел? Как назвался? Петром, как я. Человек он хороший, добрый. Мастер складный. Василищем. Мне молоток нужен, можно я возьму? А что, Плотницкий разбил, да? Ну надо. Все гвозди переудишь. Молоток-то у нас один. Бери, потом понесешь. Служивый, может, угостишь Да, Вася, нас, отойди а? от него. Уложишь. Дядя, отвяжись от него, кому говорю. А раз ты пришлый, Да не слушай ты его, дядя. Отойди. значит, паспорт Дядя, должен отойди, иметь. А то мы тебя арестуем. Отойдите от него. Иди отсюда. А может ты беглый государев преступник, Кто а? преступник? А ну-ка паспорт покажи, а? А ну... Какой паспорт тебе? Да бей его, дядя, бей! Ушков-то такого! Служил у писаря, теперь барина из себя строит. Это я его уже видел. Ну ты, дядя, молодец. Это не ты мне зуб ты выбил? Я не сдержался. Давай. На. Завтра объешь. Что ж уже, и крикнуть нельзя. С молоду прорежка, а к старости дыра. Сначала крикнешь, потом ударишь, а потом и убьешь. Вон, видишь, в жучку-то попал.
бок лежит. Знавал я, Петр, одного такого. Ох, и скор был на шум, на гнев. С кем не встретится, обязательно в стычку вступит. И что? Друзей потерял, врагов нажил. Молодую жену любил, да не верил ей. Руку на нее поднимал. Бросил он все и пошел бродить по миру. И чего же он пошел по миру бродить? А кто ж его знает? От себя хотел убежать. Совесть гнала. Понимал, что Божью заповедь приступает. А сдержать себя не мог. И что ж с ним стало? А жизнь у него была всякая. И бродяжничал, и кузнецом был, и плоты по рекам сплавлял. В пьяной драке убил человека и сидел зато в остроге. Изведавши все, стал молить Господа о прощении. Стал просить дать ему силу смирить себя, чтобы жить с людьми в добре. Ой, красиво-то как. А я и не знала. Здравствуйте. Доброго здоровья. Угощайтесь, девчата. Не ходи за Федора, слышишь? Сватов пришлют, отошли. За кого ж не идти? За тебя, что ли? Ты ж драться будешь. Угощайте, дяденька. Ягода сладкая. Как поедешь, Петруша, ой, да как поедешь, Петруша, за краснодевицей, подадут тебе, ой, да подадут тебе первую чару вина, ой, да первую чару вина. Выли да выли ее, коню в копыта, а вторую на сито, а нам кланяйся, кланяйся, нам девицам кланяйся, кланяйся, кланяйся. Приходи к вечеру на качели. Петя! А? Поди ко мне. Выдерни гвоздь. Зачем? Ну как, гневался, забивал, теперь сдержался, достань. О! Ну, а теперь лезь на крышу. Доску править будем. Криво пошла. Да я ж уже 2 раза проверял. Ну и что? Весло за плечами не виснет, а всякую работу на совесть делать надо. Так что давай. Лезь. Петь! Достали еще один. Здравствуй, Полюшка. С миром принимаем. Садитесь с нами.
Прости меня, Поля. Сколько годов думал, как я в дом войду, увижу тебя. Признаешь ли? Признала сразу, как у церкви стояли. Сердце зашлось. В ноги бы к тебе упасть. Сына на тебя бросил. Прости меня. Не нашел я ничего. А крест этот серебряный мне один купец подарил за то, что я его из Урал-реки спас. Наказал я тебя, Полюшка. И себя наказал. Прости. Молилась за вас. И я за вас молиться буду. Прощай. Ну вот и все. А это как же? Так и останется? Да пусть остается. Видишь, вот причинишь человеку зло, словом ли, делом, пусть даже и прощения потом не раз попросишь, вроде как гвоздь из доски выдернешь. Вот шрамы эти, как дыры, в душе навсегда остаются. Вот помни об этом. А лучше, как подкатит к горлу, зови ко Христу. Господи, помилуй меня грешного. Ну, прощай. Постой, отец! Можно я с тобой? Нет, Петь. Скоро ты. Решать, как я бывала. Хотя... У матери спроси. Благословит, если я в усадьбе часовню строить буду. Ну, прощай. Научи меня, Боже, любить
всем умом тебя, всем помышлением, чтоб и душу тебе посвятить, и всю жизнь с каждым сердцебиением. Научи ты меня соблюдать лишь твою милосердную волю, научи никогда не роптать на свою многотрудную долю. Научи меня верить святой, что возможно души обновление, что доступно грехов искупление, и что милостив гнев правый твой. Всех, которых пришел искупить, ты своею пречистою кровью, бескорыстной глубокой любовью, научи меня, Боже, любить бескорыстной глубокой любовью.